Сюрди Филушу, здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Новости 7». О наиболее интересных событиях из жизни республики за неделю расскажу вам я, Марьям Керимова. Экономика страны не должна зависеть от внешних факторов, а от развития отдельного региона зависит благосостояние всей страны. Главнее нас с вами люди, ради которых мы работаем. К чему призывает руководство? Учиться друг у друга, обмениваться положительным опытом. Кто спекулирует на экономическом кризисе? Постоянно отслеживать здесь ситуацию, чтобы принимать своевременные меры. В Москве состоялся семинар совещания президента России с высшими должностными лицами субъектов страны. Противодействие экстремизму и незаконному обороту наркотиков. Какие задачи ставятся главой республики перед оперштабом? Пресечение поставок и распространение психотропных веществ. За 2014 год выявлено и зарегистрировано на 11,8% больше преступлений. Многие препараты по закону не могут называться наркотическими, но вызывают зависимость. Как включить их в список запрещенных и чем чревато послабление? Задаешь вопрос, а как вы начинали, зачем вы пробовали? Они отвечают, так они же не запрещены законом. Лидер России 2014. Аргунский мясокомбинат возглавил бизнес-рейтинг страны. Что способствовало такому успеху? Употребляем только качественное, хорошее мясо. Какие возможности дают новый статус? Новые заказы, новых партнеров, значит расширить свой ассортимент. И под какой маркой выйдет новая продукция? Без главной троицы и дом не строится. Цемент, кирпич и древесина. Ударит ли кризис по ценам на стройматериалы? И от чего зависит стоимость? От энергоносителей. Что предпринимают покупатели? Почему-то резко увеличился спрос кирпича. Чего опасаться и чем уже запасаться? Как сэкономить семейный бюджет и правильно хранить сбережения? В разных валютах. Специалисты рекомендуют переключиться на подсобное хозяйство. Не дай бог произойдет задолженность по зарплате. И наладить производство потребительских товаров. Лучшие исполнители минувшего года. Гран-при присуждается Аминат Ахмадова. Грандиозное, ежегодное, фееричное, интригующее. В Грозном прошло вручение главной музыкальной премии «Национальная пятерка». Поэзия, проза, драматургия. Мы анализируем все поступающие заявки. В Грозном пройдет первая Северокавказская литературная универсиада. Я видел объявление в интернете и отослал свое произведение. На кого возлагает надежды Союз писателей? Рассказы на чеченском языке, они меня просто потрясли. Чем удивят молодые авторы и как запомнится год литературы? Обмениваться опытом для совершенствования управленческих навыков Владимир Путин призывает руководителей субъектов сплотиться, отбросив все возможные разногласия. На прошедшем в Москве семинар-совещания, в котором принял участие Рамзан Кадыров, Путин четко дал понять, что в свете сложившихся событий стране нужно обрести экономическую независимость. А для этого необходимо создать комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса. По его словам, лидерские качества и эффективная работа руководителей на местах определит будущее страны. Если учесть, что в этом мы уже преуспели, то, судя по всему, будущее страну ожидает довольно светлое. И никакие санкции не могут пошатнуть статус мировой державы. Аза Исаева продолжит. Семинар-совещания с высшими должностными лицами региона страны, председателями Заксобрания субъектов и мэрами крупных городов прошел в обучающем формате. Присутствовали здесь и глава Чечни Рамзан Кадыров, спикер парламента Республики Духах Абдурахманов, а также мэр Грозного Ислам Кадыров. Выступая с обращением, Владимир Путин отметил, что именно от умения собравшихся здесь людей грамотно управлять своим регионом зависит будущее нашей страны. Каждый из вас обладает широкими полномочиями и, если говорить прямо, считает себя хозяином на своей земле в хорошем смысле этого слова, не выхолащивая демократическое содержание. Имею в виду, что в целом чувство хозяина, чувство ответственности за порученное дело, за людей, за территорию, это основанное на глубокой ответственности, это хорошее чувство. Повторяю, если они основаны на понимании, что от успешного развития конкретного региона, города зависит будущее всей нашей страны. И очень важно, когда, несмотря на высокий пост, у вас есть стремление приобретать новые знания, управленческие навыки, учиться друг у друга, обмениваться положительным опытом. Зрелость современного лидера состоит в готовности постоянно совершенствоваться, овладевать передовыми технологиями управления.
в умении выстраивать эффективные отношения и с жителями региона, и с коллективами, и с институтами гражданского общества. Комментируя план действий в условиях экономического кризиса, Путин заявил, что стране нужно укрепить свой финансовый суверенитет. Экономика России не должна по-прежнему зависеть от внешних факторов, подчеркнул президент, но она остается частью мировой экономики. Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями федерального центра и регионов нам удастся преодолеть кризис. При этом, по словам Путина, новые вызовы современности не отменяют социальных обязательств государства. А особое внимание он призвал уделять не всегда оправданному росту цен. Прошу вас постоянно отслеживать здесь ситуацию, чтобы принимать своевременные меры. Мы знаем с вами хорошо о росте цен, и далеко не всегда ссылки на то, что происходит во внешней среде и у нас в экономике, обосновывают тот рост, который мы наблюдаем. Здесь нельзя никому позволять спекулировать на каких-то проблемах. Да, они есть, но часто рост цен и эти проблемы несопоставимы друг с другом. И мы с вами это прекрасно понимаем. О необходимости регулирования ценовой политики в Чеченской Республике заявляли и раньше. На прошлой неделе Рамзан Кадыров поручил создать антикризисную комиссию, а также разработать меры по развитию сельского хозяйства и импортозамещению. Затрагивая этот вопрос на сегодняшнем семинаре, Путин отметил, что в каждом субъекте должны сформировать свои планы. Предельно конкретные и прозрачные. Никаких абстрактных рассуждений, никакого популизма, подчеркнул президент. Он также потребовал принять меры для развития малого и среднего бизнеса и избавиться от ненужной опеки со стороны разных контролеров. Нужно отодвинуть, пригасить все противоречия и конфликты. И прекратить спор, кто главнее. Главнее люди. Главнее нас с вами люди, ради которых мы работаем. И этому должно быть все посвящено. Особо обращаю внимание, сейчас ни в коем случае нельзя прекращать создание комфортной среды для малого и среднего бизнеса. Правовая база на федеральном уровне, задающая новые стандарты делового климата, в целом сформирована. Подчеркну, что из небольших, но перспективных проектов часто складываются солидные инвестиционные проекты и солидный потенциал всей страны. Между тем, в Чеченской Республике с прошлого года действует программа поддержки предпринимателей, которая реализуется профильным комитетом. Она предполагает оказание инфраструктурной поддержки. Это создание офисных, производственных и агробизнес-инкубаторов. В регионе также функционирует горячая линия для обращения предпринимателей. Кроме того, им предоставляются налоговые льготы. Первый год они платят только 20% от стоимости арендной платы. Во второй год 30% и в третий год 50%. То есть это хорошая поддержка для тех предпринимателей, которые не имеют своих офисов. Данная программа предусматривает финансовую поддержку. Это выдача грантов для начинающих предпринимателей. Кроме того, сегодня в республике существует гарантийный фонд и микрофинансовые центры. В ходе своего выступления глава государства сформулировал еще одно требование к региональным руководителям. Многое, по его словам, зависит от их инициативы. Качество настоящего лидера заключается не в том, чтобы единолично руководить всем, давлеть над всеми, а в умении слушать коллег и доверять им, воспринимать их предложения и, что называется, делегировать часть своих полномочий. Конечно, при постоянном внимательном контроле за тем, что делается, как делается и за результатами работы. Эти качества приобретают сегодня особую ценность. Ваш личный пример заинтересованного, ответственного отношения к делу – важнейшая составляющая эффективности управления. Путин говорил сегодня и о разграничении полномочий между региональной и местной властью, главная цель которого – повышение качества жизни населения. Президент напомнил, что от экономической стабильности регионов зависит в целом ситуация по стране. Поэтому на местах нужно заняться конкретными делами, отбросив в сторону интриги, споры и разговоры о чем-то главенстве. Глава государства отметил, что прошедший год стал временем подлинного сплочения граждан нашей страны. А в конце своего выступления он поручил основательно подготовиться в регионах к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. По окончанию встречи, комментируя это событие в приложении Instagram, Рамзан Кадыров отметил, что Владимир Владимирович еще раз доказал, что никакими санкциями не удастся заставить Россию выполнять чью-то волю и отказаться от статуса мировой державы. В Чечне не только не снизят темпы экономического и социального развития, а сделают все, чтобы они были сохранены и ускорены, подытожил глава республики. Аза Исаева, Джамал Хаджалиев, Дани Хавхаров, Новости 7.
Противодействие наркомании и борьба с религиозным экстремизмом. Проблема искореняется, меняются и методы. Так, главой республики созданы 3 сектора, кураторы которых отслеживают работу духовенства, полиции и власти на местах. Если терроризм в регионе практически сведен к нулю, то проблема наркомании еще довольно-таки актуальна. Поступление в республику тяжелых психотропных веществ удалось свести к минимуму. Чуть иначе ситуация с аптечными сильнодействующими веществами. В проблеме разбирался Адам Хаджиев. Для решения больших проблем необходимо усилие каждого, поэтому на расширенном совещании с руководителями министерств, ведомств, духовенством и правоохранительными органами Рамзан Кадыров призвал всех объединиться против терроризма и экстремизма. Для эффективности борьбы и профилактики, а также более тесной координации работы местных органов власти, полиции и духовенства создали 3 сектора. Контроль за исполнением поручения будут осуществлять кураторы, определенные главой республики. İş yeniyet, iş umayet, devam iş, kuru khilç, serona da, singet mi holt vida, serona da hiç lek, na holt vida stan, hudu teç kuru lab boştan. Så ne kuru tsakhle tram da stan, iş daya iş da stan. Horan da yol çak dan, iş hayale zakoni halwa, ve khama rotsun baz yu çert, iş so mesna boy, ve gelgan na prilikat da biz boştan, ve zakondu, соучастник, все привлекать в Кыргызстан. Если мы не разъясняем закон Кыргызстана, толкование в этой речи, это не значит, что мы нарушаем закон. Если родственник причастен, а есть этому доказательства, отсюда жестоко бороться дишь. Вы ищете соучу дишь, вы сатцадай, вы ю опять нашхеду, зулмашхеду, нахдон, оуши бой арбу. ومن الجزائر تجدون شكل مثل ولا كذا هذا كيو يشغل شغل جدون شكل ده تجدون نية بقول يا مصو أدمي داخل ديك خلوج ترسلهم شاديك بدليش دستان أتان حنشة إيش بقى ما أصلا إتقبل حنشة على دون ما سيد إذا تحنشة خياط جل دونه مش متشعب ما وين دستان مش مثل سياسة بول ساعات إيوه ساعات إيوه أنا ما قاعد تندرس دي خدوق دون ساعات إيوه شيء بوش خوش خل شنگ سخ штаб его дитер. Коно халет, бохил чут я чун пошата ясно. Эта проблема не в первый раз поднимается на уровне руководства республики. На ее искоренение брошены все силы и средства. Это как правоохранительные органы, общественные организации, так и местная власть. На неделе практически во всех селах прошли встречи с населением и молодежью. В каждом из 3 секторов состоялись массовые сходы и беседы ответственных лиц и духовенства с жителями районов. Людей призвали помочь остановить тех, кто подвергся пагубному влиянию псевдоидеологии, вернуть домой, пока не пройдена последняя черта, бороться словом и делом против зла под названием ваххабизм и экстремизм. Семинар еще дополнительно КСО, так тренинговые мероприятия, вот уж СО это уже план мой, а что вузший, тяга халхсана КСО докш, привлекая психологов, да профессионалов именно, он дальше создать межведомственную комиссию именно по этой работе. Туда входят работники, которые работают против экстремизма. Так, политологи, есть психологи, вой наркоконтроллер, белхой буцуюка, так, вой дин урхалиюка, белхой буцуюка. Вот именно и комиссия, волх жигарбокл, больше да алмогла. Еще одной темой на повестке совещания стала профилактика наркомании. По степени опасности и наносимого ущерба нации Рамзан Кадыров поставил эту проблему в один ряд с терроризмом и экстремизмом. Ужесточить борьбу глава региона потребовал и на этом фронте. Терроризм, наркомания, terrorism isnayas narkomani molnosh müşeş odun amel ruş zudari tegri şayş dan yoş atundel اش مسنا شون حوصا عشان اش مسارت حنيد اعاده له تيورت على دورش الحل تعيورت ده امام وتشكوش سان سخات يورت تعلت سام داستان تورك شويك شابك غوش تو قاعد حيخر فوق حاول اواخ وجنسات نا وصل ديش داس وتعرف سان تلفزيون زبوخ وتحرد وجدو اعضان لا طيب نفير حالها بمناع دون ساعنا وزديش بعد إيش دون جورت بعد إيش بدأسلان إيش يورت بعد سير إيش قومس بعد سير ومخس بعد سير دسلان.
Так совпало, что на этой неделе в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Чеченской Республике подвели итоги за прошедший год. В 2014-м в сфере незаконного оборота наркотиков зафиксирован рост преступлений почти на 12%. Однако по общеуголовным правонарушениям наблюдается снижение на 4%. Удалось свести к нулю дезоморфиновую наркоманию и минимизировать поступление в регион тяжелых наркотиков, чего нельзя сказать об аптечных. Если он употребил что-то, здесь выявляется. В химико-токсикологической лаборатории Республиканского наркологического диспансера редко когда сидят без дела. По результатам анализов становится понятно, из чего будет состоять курс лечения. Помимо медикаментозной помощи, наркоманы проходят курс психологической и физиотерапической реабилитации. Какое лечение он оказывает, какой эффект он оказывает? Противовоспалительный, болеутоляющий эффект, рассасывающий эффект. Наркотические средства в последнее время стали доступнее. Если раньше приобрести наркотик было проблематично, в первую очередь из-за дороговизны, то теперь необходимое зелье можно взять за доступную цену. Кроме того, изменились и предпочтения. Нынче в моде таблетки Лирика, Бакласан и Трамал. Когда беседуешь с многими, которыми уже стали зависимы от этих препаратов, и задаешь вопрос, а как вы начинали, зачем вы пробовали, они отвечают, так это же не наркотики. Так они же не запрещены законом. Неважно, внесен этот препарат, не внесен этот препарат в перечень наркотических веществ, нельзя употреблять то, что не назначено врачом. Даже великий ученый Парацельс сказал такую фразу, что любое лекарство может стать ядом. Все зависит от его дозировок. Психологическая уверенность в том, что он не вредит своему организму, а только балуется, как говорят в народе, в будущем приносит целый букет проблем. В первую очередь это состояние зависимости, негативное воздействие на центральную нервную систему, галлюцинации, нарушение моторной функции мышления, поведения и восприятия. Был у меня один случай, который больной поступал неоднократно, и он, мужчина, плакал, говорил, я не могу без этого. Настолько сильная у него была привязанность к этим препаратам. Те, которые раньше употребляли опиоиды, они потихоньку перешли на употребление аптечных наркотиков. Кто раньше не употреблял даже, тоже начинает. В среднем статистика показывает, что один больной наркозависимый человек может втянуть 10 человек здоровых. Общество хоть и не может мгновенно избавиться от зла под названием наркомания, но принимает в этом направлении нужные шаги. Ярким примером тому является закон о запрете оборота синтетической курительной смеси под названием «Спайс». Она является одним из самых распространенных наркотиков среди молодежи. Если законопроект вступит в силу, то за производство, сбыт, приобретение и хранение этого вещества будет грозить штраф в 30 тысяч рублей или ограничение свободы до 2 лет. За тяжкий вред здоровью придется платить опять же штраф, но до 200 тысяч. Предусмотрена мера наказания и в виде принудительных работ или тюремное заключение до 6 лет. Если неосторожное деяние повлекло смерть человека, предусмотрены до 5 лет принудительных работ или 8 лет лишения свободы. Благодаря этому закону любое вещество, которое будет химически изменено, оно в любом случае попадает под этот закон и попадает под общее название «Спайс». Какая бы химическая структура у него ни была, как бы она ни изменялась. Это означает что? Это означает, во-первых, что сотрудники силовых структур могут по закону наказать человека, который их распространяет. И с другой стороны, мы, как врачи, имеем уже доступ к базе данных, и наша база постоянно обновляется по структуре этих веществ, и будем очень легко и быстро выявлять причину того или иного состояния опьянения. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков после вступления законопроекта в действие получит право создать реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен. С ним сможет ознакомиться любой желающий в интернете. Борьба с наркоманией, которая ведется в регионе, приносит свои плоды. За прошедший год не было выявлено ни одного наркопритона. Религиозный экстремизм также сведен к минимуму. Однако для окончательной победы нужно сделать последний решающий шаг. Адем Хаджиев, Магомед Сулейманов и Магомед Мударов. Новости 7.
О борьбе с проявлениями религиозного экстремизма Рамзан Кадыров на неделе говорил с сотрудниками отдела мониторинга администрации главы правительства и группы известных в республике блогеров. В ходе беседы, в которой участвовали депутат Госдумы Адам Делимханов и муфти Чечни шейх Салах Межиев, молодые люди рассказали о ситуации в соцсетях, в которой, как отметили блогеры, подставленные лица западных спецслужб ведут активную работу с целью вовлечения молодежи в ряды так называемой группировки ИГИЛ и других террористических организаций. Сотрудники отдела и блогеры активно противодействуют этим попыткам, разъясняя населению, что истинная цель данных экстремистских организаций – уничтожение мусульман, разрушение исламских стран и ослабление религии в целом. А их главари, агенты ЦРУ и других спецслужб, глава республики поблагодарил участников встречи за активную жизненную позицию. Также обратил внимание на то, что нужно сделать все возможное для сплочения молодежи Северного Кавказа, пресечения даже единичных случаев ухода в ряды ИГИЛ и иных бандгрупп. السيدة على شو الحل هتيجي عدوان تقوم ببيز الإغاز دو أموت تجيبون نحشة بيجي أتيجي ديج نسام ديل بيس بديل دون تعدين نركماني قربيجيش هو الدنيا ميل قلدر بس كده وتشا نحن ويدون بولت أناليزي أشتغل بوه بس عاش تعدين سدوز لدين زبال بس نحن شين خيط ريح نحن بيش دون شين خيط ريحها أولو دعوه دعوه فترة اللي هو دا حابة مش قرآن يازين دون مش جين يازين دون مش مان دو يازين إيش نحبه ميجا دوال دن دات دون غير دات دون بوق ديش نحسون وي ديش نادي لو خيط ديش نادون أتار هو دون شين لو سما سوتشي شين لو مش حايور شين لو وين مودة دون شين تأخذنا واتشن دهني شين حانل دو ويزودري شين حانل بو مصوم شين حانل دو هو وقت بيصير دون إيديولوجي دات دون شو власти نابوش كده يوم تندل دون شون واقفش ناهم دست دون تعال دون منتور كشي دون أصلاً تعال دعال دون ديس تعال ليه ديش دوش شيء نشخلر إيش دون بايمر زمان خدينا ديل سما إيش خلر إيش تعال ليلوش دق فيدوش وين ما كعجم جنيه وين دست دون تعال هن إيش تو حل بايمر زمان ديل سما ليلين دوش لهم شتون بايمر أصحابش بويش بايمر تين نابويش حسين شابيري دون إيش بويش إز نفسه ويدو تبايمرز إن نابوش أولاد يعني شوش داخل تورك شوش دون تار إتخينا دينك دون تا إذا شو داعي دون تا خيس لما دست تا بد خود خيس نفسه إز يقطع إيديولوجي إز تكتيكا دون إتخينا خلتها أرش خلق دون حسيني طريقة دو كورت بعنات تار دون إز دون تار دنيا دو يبوسل بابات إيش كده دون نجي ميلوج متعبو أوش على كورت بخ دون حسيش دون بايمر دون شيء إبرتش بوش مرا وش حيستن وش حسيني دون كورت بيحكن خلش يبيحكن إيش خلش خيه إيشتن تانت يعرف تدمور تانت أمو بيربو شامش وين وين أنت تعامل ولا تيش دون ها سو قل حالات حوالي سيري وشرط ها سو قل ولا خليرسو مو قلول ختمة ياتهم مفتيات ياتهم مجد ياتهم وسايت ياتهم إيوان دقوا على متكياس عن حقل وول شو لواتنا عيان ده ما بودون هاد نيس نيابون هاد جوزت أيوه هاد يلص من أيوه حلو خرج ده راح شاع إخية بلا شو مخ بنادون ده راح إخية بلا شو هو هوني أواتشي هو جوز هوني أواتشي يلص من أيوه شو واحد بالنبوق إذا تسند دون شاشة ده أزوال مو تقدون هاد مش شوي حجردان هو ده والله دستون هو ديك بابا 9 مليون 10 مليون 5 مليون ده بيجنس ولا تقدون بيجنس ولا بقولوا شو عاد متيجي ياتسر لا مزن دون متيجي ياتسر لا مز متيجي ياتسر يا ما ياتسر تعمل ياتسر صار داقش دبوش الغازات بعندو شو فرق شو بتش حلقة عدوانه دقع أورانج عام وش وين ما خلنا نعرف هدول مصر ما دعوا وقتنا أورانج دون جينيش بروفيسور دكتوراش خرج بوت متي دعبانه بوصل بنجابه غوشي دون ويدو زداني يو أمريكا دون يلي الخواتين برنامجين إسرائيليين خواتين غوشي إيش دون صوبول شو بوصل بنا دون فرنسا وجا بوصل بنا دخم بي كيسنا تسمي حلاوات سيدس دون دخبو كيش هذا صوبول هو يوروبا دون رجع مسيوك كود أكا دين تيوش دخبو ها وهو ديزوش هركوشكي قول هي يسقيش هو عن أبرز وان يلا تيجي هو عن رجوات ده هو حقيقة قلدوش كيتم بشر الدنيا مش دق شغلها هو عن الدنيا هو كرهوردو الشيخوتين برنامج تحاولتنا بوصل دين دعوة ورتك ما هو ده والله هو دونه ومش لنا دون وبوصل دين دون دي دونه بوصل دين دعوة ورتك. Ну а воскресный выходной глава республики провел в окружении сыновей и племянника. Вместе с ними он посетил конюшни и заповедник в Удурмесском районе. Здесь они оценили, как идет подготовка скакунов к предстоящим скачкам, а также проверили условия содержания животных и птиц. В завершении экскурсии был организован пикник на природе. Подробнее Адам Хаджиев.
В Гудермесской конюшне в разные годы содержались одни из лучших скакунов во всем мире. Высокую планку она держит и сейчас. Рамзан Кадыров решил проведать питомцев. Вместе со своим племянниками и 3 сыновьями он проверил, в каком состоянии находятся лошади. Глава республики особенно трепетно относится к лошадям. Он их любит сам и прививает это чувство другим. В прошлом году на скачках в Гудермесе он подарил 11 чистокровных скакунов любителям конного спорта. На ипподроме чеченские скакуны всегда фавориты. В мире редко когда проходят скачки, где они не заняли бы призовые места. У нас было приобретение от Лема Дропкида, от Керлина, от Эфит Алекса, от Эббета Сонга, от Арча. Мы в этом году купили 5 голов. На своих тоже есть доморошенные, которые здесь выросли тоже. Уже в тренинге 5 голов тоже. 2 от Индиан Джемисона, от Апулея есть, от Джасила есть, от нашего дербиста. Вот, свои тоже уже есть у нас. И по работе тоже очень хорошо ходят. Свое превосходство эти лошади скоро будут доказывать на скачках в Объединенных Арабских Эмиратах. Там пройдет Кубок Дубая. Побывал Рамзан Кадыров и в Гудермесском заповеднике. Он насчитывает около 500 оленей самых разных видов. На этой территории собраны самые разнообразные животные. Дикие утки, гуси, фазаны, куропатки, павлины и лебеди. И это не все обитатели заказника. Глава республики вместе с сыновьями на машине объезжают территорию заповедника. По дороге можно увидеть много диких зверей. Дети главы региона были воодушевлены увиденной картиной. Где еще можно лицезреть столько животных в одном месте? Некоторых обитателей заповедника удалось даже потрогать. Клетку, в которой растили фазанов, мгновенно опустела, когда туда зашел Рамзан Кадыров. Всех птиц отпустили на волю. Раз, два, три. Животные в Гудермесском заповеднике находятся под чуткой заботой Рамзана Кадырова. Проезжая на машине, глава республики заметил отросшие копыта горного козла. Он немедленно поручил работникам заповедника привести их в надлежащий вид. Наблюдали дети и за кормлением львов. Для них, как всегда, припасены несколько туш мяса. Завершая поездку по заповеднику, Рамзан Кадыров вместе с сыновьями и племянником отведали шашлыка на свежем воздухе. Адам Хаджиев, Абубакар Зубайраев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости 7. Победитель национального бизнес-рейтинга Аргунский мясокомбинат стал обладателем сертификата «Лидер России-2014». Награда присуждается за вклад в развитие экономики страны, соблюдение высоких стандартов, внедрение передовых технологий, создание новых рабочих мест. По словам директора, для предприятия это станет большим подспорьем. Повысится спрос, а он, как говорится, рождает предложение. Можно будет увеличить ассортимент, а там, глядишь, и рабочих мест прибавится. В общем, сплошные плюсы. О том, чем живет комбинат сегодня и каких успехов достиг, в специальном интервью нашему корреспонденту рассказал директор предприятия. Абу Мухадинович, прежде всего, что дает для мясокомбината получение сертификата «Лидер России»? Дает ли это какие-либо дополнительные льготы для реализации и производства? Скажем так, конечно, это несколько льгот все равно дает. Нам, во-первых, будут больше доверять. Если мы признаны, если мы заслужили такое внимание, значит, нам будут больше доверять наши партнеры. Это раз. Второе. Конечно, нам еще моральное удовлетворение мы получаем от этого. Из-за того, что наша продукция, наши труды, наши стремления оценены достойно. Это мы горды, сами горды этим. И, естественно, мы можем за счет этого получить новые заказы, новых партнеров, значит, расширить свой ассортимент, значит, дополнительно иметь большие объемы. Какие виды продукции выпускает ваше предприятие и как обстоят дела с качеством? Насколько она конкурентоспособна? Если по видам продукции сказать, что мы выпускаем как
полукопченую группу, вареную группу, сосиски, сардельки, также и деликатесную группу. По качеству это уже, естественно, мы считаем, что у нас это премиум класс. Оценивает потребитель. Отзывы у нас хорошие. Вот то, что мы видим за вашей спиной, это что за колбаса? Это копченая? Это полукопченая говяжья. Дальше идет полукопченая конская колбаса. Конская колбаса у нас завоевала в 2013 году золотую медаль. А полукопченая говяжья на конкурсе мы взяли за него диплом за лучшее качество. Какие технологии применяются при производстве и каковы ваши мощности? Данным оборудованием мы можем себе позволить до 3 тонн сделать. Есть у нас некоторые узкие места, вот, например, нам дополнительно еще один шприц надо, тогда мы на полную мощность, просчетную мощность 5 тонн смену выйдем, конечно. Технологический процесс употребляем только качественное, хорошее мясо. Только и все. Забитое по халялю, по стандарту халяль. У нас есть сертификат халяль. Нас проверяет комитет по халялю при муфтияте, который. Так что только таким образом. Абу Мухадинович, в связи с экономической ситуацией в стране и введенными санкциями, как планируете развиваться? Планируете ли вы расширить рынки сбыта? И как вы думаете, устоит ваше предприятие вот в этих непростых условиях кризиса? Нет худа без добра, как говорится. В любом случае, та ниша, которая, некоторая ниша освободилась, которая от импорта, мы будем стараться его заполнять. И какую-то лепту мы все равно в российскую экономику, я думаю, внесем. Самое главное сегодня производство и рынок сбыта взаимосвязаны. Поэтому мы всячески стараемся, работаем над этим. Конечно, многому сами учимся. И будет потихоньку мы увеличиваем. И рынок сбыта увеличивается, и производство увеличивается соответственно. Конечно, есть трудности из-за того, что из-за подъема евро все материалы, и, как вы знаете, и сырье, мясо у нас подорожало везде. Оно и будет дорожать еще. Так что приходится, трудности есть, в связи с этим трудности есть. Трудно объяснить потребителю, что все подорожало, и когда ты уже увеличиваешь цену, или надо цену увеличивать, или надо во вред качеству. Но во вред качеству мы не хотим, поэтому нам приходится немного, соответственно, добавлять цену. Вот и все. О других интересных событиях в республике в нашей постоянной рубрике «Экспресс-7». На неделе российский премьер подписал первый план антикризисных мер. Региональные аспекты его реализации Дмитрий Медведев обсудил в ходе селекторного совещания с руководителями регионов. В нем принял участие и глава Чечни Рамзан Кадыров. Основные пункты документа касаются создания условий для развития промышленности и сельского хозяйства, стимулирования спроса на отечественную продукцию, поддержки среднего и малого бизнеса, в том числе снижения налоговых нагрузок для начинающих предприятий. При этом премьер-министр отметил необходимость сохранения низкого уровня безработицы и исполнения всех социальных обязательств. Медведев также напомнил, что до середины февраля во всех субъектах должны быть созданы антикризисные комиссии и разработаны местные планы по обеспечению социальной стабильности в период кризиса. Первый шаг к большому сотрудничеству и обмен военным опытом. Специалисты инструкторского отдела Чеченской Республики по боевой подготовке под руководством помощника главы республики Даниила Мартынова прошли 10-дневные сборы в Центре сил специальных операций Королевства Иордания. Вместе с иорданскими коллегами наши бойцы совершенствовались в навыках обращения со стрелковым оружием и знакомились с различными способами борьбы с терроризмом. Обмен опытом на совместных учениях спецслужб Иордании и Чечни проходили впервые. По окончанию сборов всем участникам инструкторского отдела вручили сертификаты об окончании курса специальной подготовки Королевского учебного центра Иордании. С 1 февраля 2015 года пенсии в России будут проиндексированы на 11,4%. Это решение, которое коснется примерно 40 миллионов человек. Часть антикризисного плана правительства. Индексация пенсий произойдет из-за инфляции. Повышение коснется всех видов пенсий. По старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Средний размер трудовой пенсии в 2015 году составит 12 900 рублей. Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение текущего года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпа
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошлый год. И далее в нашем выпуске. Без главной троицы и дом не строится. Цемент, кирпич и древесина. Ударит ли кризис по ценам на стройматериалы? И от чего зависит стоимость? От энергоносителей. Что предпринимают покупатели? Почему-то резко увеличился спрос кирпича. Чего опасаться и чем уже запасаться? Как сэкономить семейный бюджет и правильно хранить сбережения? В разных валютах. Специалисты рекомендуют переключиться на подсобное хозяйство. Не дай бог произойдет задолженность по зарплате. И наладить производство потребительских товаров. Лучшие исполнители минувшего года. Гран-при присуждается Аминат Ахмадова. Грандиозная, ежегодная, фееричная, интригующая. В Грозном прошло вручение главной музыкальной премии «Национальная пятерка». Поэзия, проза, драматургия. Мы анализируем все поступающие заявки. В Грозном пройдет первая Северокавказская литературная универсиада. Я видел объявление в интернете и отослал свое произведение. На кого возлагает надежды Союз писателей? Рассказы на чеченском языке, они меня просто потрясли. Чем удивят молодые авторы и как запомнится год литературы? Ни для кого не секрет, что санкции против России сказались на конъюнктуре рынка. Однако динамику цен на строительном рынке в случае подорожания топлива предсказать не берется никто. Если основное сырье для производства продукции добывается на месте, то плата за использование энергоносителей ставит некую зависимость. Учитывая, что коммунальные тарифы поднимают ближе к лету, то запасаться необходимым материалом тем, кто намерен строиться, лучше сейчас, советуют специалисты. Что нам стоит дом построить и можно ли в этом деле хоть как-то сэкономить, узнавал Магомед Салтамурадов. Этот дом Абдулкарим Анасов начал строить несколько лет назад. Чтобы закончить быстрее, взял даже кредит в банке. Но денег хватило только на то, чтобы возвести стены. Пришлось заморозить стройку до лучших времен. Пока копил необходимую сумму, строительные материалы немного подорожали. А тут еще и кризис в стране. Боится, что цены еще подскачут. И так не достроит свой начатый дом. Падение курса рубля, естественно, отразилось на рынке строительных материалов. Правда, не так сильно, как ожидали некоторые скептики, и то только на отдельные виды товаров. К примеру, цена на местный кирпич, который по сути является самым ходовым стройматериалом в Чечне, вообще не выросла. Его можно купить по прежней цене, да и объективных причин для подорожания пока что нет, говорят производители, но население все равно запасается. Почему-то резко увеличился спрос кирпича в связи с удешевлением рубля. Видимо, не доверяют рублю и закупают материалы, стройматериалы. Планку держит и Череюртовский цементный завод, который является флагманом строительной индустрии Чечни. Продукция этого промышленного гиганта хорошо известна не только в регионе, но и в соседних субъектах. Цемент поставляется практически во все республики СКФО. Цены на эту продукцию, как и на кирпич, не изменились. Как продавали тонну в фасованном виде за 4000 рублей, так и продают. Думаю, что никаких изменений не предвидится. То есть в плане того, что если не будет изменений на энергоносители, у нас ценовой политики изменений не будет. Это однозначно. Главный фактор, от которого зависит стоимость того или иного строительного материала, это тарифы на энергоносители, заявляют все местные производители. Если они изменятся хотя бы на рубль, естественно, это отразится и на цене строительных материалов. В части продукции, производимой в республике, у нас роста цен нету. У нас выдерживаются цены, которые у нас установились еще в середине 2014 года. И объективных предпосылок для их роста можно ожидать разве что в случае роста цен на энергоносители. Они у нас пока тоже стабильно держатся. Производители стройматериалов и потребители могут быть спокойны до конца первого полугодия 2015-го. Рост цен на тарифы энергоносителей не ожидается, но уже во втором полугодии произойдет плановое повышение стоимости таких услуг. Поэтому, если есть такая возможность и планируете строиться, лучше заранее запастись необходимым строительным материалом. В Чечне производится довольно богатая линейка строительных материалов, начиная от кирпича, цемента, различных блоков, железобетонных изделий, плитки и заканчивая инертными материалами. Это ГПС, щебенка, песок и все остальное. Но в республике также очень много ниш, которые вообще не заполнены. К примеру, металлоизделия, сухие смеси, лес, лакокрасочная продукция – все это полностью завозится извне. В связи с инфляцией в стране цены выросли только на те строительные материалы, которые завозятся в республику. В первую очередь подорожали металлоизделия. Труба
и арматура стоят теперь на 5-10% больше, чем раньше. Примерно настолько же подорожали и отдельные виды утеплителей и евровагонка. А в этом месяце ожидается скачок цен на лес. Бывают перевозки по железной дороге, и вот тарифы тоже поднимаются, они говорят, на 200 рублей, можно сказать. И в связи с этим, они говорят, будет еще подъем цен на лес. Можно утверждать, что цены на строительные материалы, возможно, вырастут, даже если тарифы на энергоносители и не изменятся. Причем причины подорожания в основном будут носить спекулятивный характер. На вопрос, что нам стоит дом построить в нынешних экономических условиях в стране, ответить довольно сложно. Сейчас, конечно, не наблюдается такого роста цен на строительные материалы, из-за которого стоило бы бить тревогу. Но нужно учитывать еще и тот факт, что в это время года стройки, как правило, замораживаются, мертвый сезон. А подорожание чего-либо, как известно, происходит тогда, когда спрос на этот товар повышается. Так что денег на строительство дома наверняка потребуется больше, чем мы планировали. Магомед Салтмурадов, Магомед Мударов, Магомед Сулейманов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. Как действовать в условиях санкций и максимально сэкономить семейный бюджет? Этими вопросами в последнее время задаются многие. Ростом цен на товары зачастую необоснованными заинтересовались даже в правоохранительных органах. В связи с этим специалисты дают советы, как постараться сохранить привычный уровень жизни и тратить при этом не слишком много. С подробностями Элина Халидова. С момента ввода продуктовых санкций рост цен на продовольственные товары в стране с начала августа прошлого года составил от 10 до 150%. В таких условиях приходится серьезно задуматься о максимально экономном распределении семейного бюджета. Как найти баланс, чтобы сохранить привычный уровень жизни и в то же время не сесть на голодный паёк? Российские социологи уже подсчитали, что у граждан, которых относят к среднему классу, чисто на еду уходит 38% от всех доходов. При этом достаточно много семей, которые тратят на продукты больше половины бюджета. Понятное дело, в их меню нет омаров и черной икры. Так в вопросах экономии помогут ряд полезных советов. Благо, в 21 веке нам на помощь пришли высокие технологии. Сегодня существует не один десяток программ по ведению семейного бюджета. Самой оптимальной считается домашняя бухгалтерия. Для начала заведите у себя привычку. Получили зарплату, запишите сумму. Сходили в магазин, всегда забирайте чеки. А данные переносите в свою бухгалтерию. Это позволит вам в реальном режиме увидеть шкалу роста или сокращения расходов по статьям. Проанализируйте цены на продукты в ближайшем магазине, на рынке или супермаркете. Где дешевле, там и покупайте. Естественно, с оглядкой на срок годности и качество продукта. Идеальный вариант, если вы живете в большом городе. Исследования показывают, что покупая товары в оптово-розничных магазинах, можно сэкономить до 20%. Кстати, поход в супермаркет нынче целая наука. Специалисты советуют ходить в магазин только со списком нужных товаров, составленным заранее. Расплачиваться наличными и брать с собой ровно столько денег, сколько вы планируете потратить. А что касается более крупных покупок, бытовая техника или же транспорт, и в этом вопросе специалисты советуют перейти на экономию средств. Нужно, конечно, ориентироваться от высококачественных, дорогих импортных товаров на товары широкого потребления. От дорогих автомобилей переход на экономный класс автомобилей, да, вот, на всем, в чем это самое, на что мы тратим ежедневно в каждой семье. Это для чего делается? Для того, чтобы, поскольку уровень зарплат остается на прежнем уровне, зарплаты остаются на прежнем уровне, инфляция идет. То есть наша покупательная способность денег падает, а зарплаты, то есть реальные доходы тоже снижаются. По статистике, большая часть населения республики проживает в сельской местности. У этой категории жителей, по словам специалистов, есть некоторое преимущество над горожанами. Это возможность получать пользу от земледелия. Нужно нам возродить подсобные хозяйства, своих приусадебных участков, все, что можно выращивать, нужно выращивать. И если у нас будет к осени работать подсобное хозяйство у населения, в этом случае это будет хорошим, как говорится, подспорьем решения семейного бюджета, поддержания уровня жизни, во всяком случае обеспечения продуктами первой необходимости. В семейном бюджете всегда существует еще одна статья – траты на оплату коммунальных услуг. Порой у некоторых она занимает львиную долю затрат, но и над этой ежемесячной платежкой можно поработать в сторону уменьшения.
Например, за электричество затратные и недолговечные лампы накаливания можно заменить на энергосберегающие. Стоят они дороже обычных, но экономия будет заметна почти сразу. Экономить надо и на воду. Практически у всех сейчас стоят счетчики. Конечно, таким образом вы не уменьшите свой платеж на тысячи, но даже если сбережете 300 рублей в месяц, уже хорошо. Повсеместно счетчики поставить лучше и за газовыми приборами, что позволит значительно сократить расходы, особенно в зимний период. Впрочем, экономить придется на развлечениях, будь то походы в развлекательные центры, кафе, рестораны или аттракционы. В этом вопросе, скорее всего, придется сократить число посещений. Приготовьтесь к тому, что экономия – это не просто следить за расходами, изучать рынок, искать выгодные варианты. Поначалу это займет много времени и сил, зато потом будет проще. К тому же вы очень быстро увидите результаты своих усилий. Накануне в Грозном прошло награждение победителей музыкального конкурса «Национальная пятерка». Уже 6-й по счету конкурс превратился в национальное достояние. Спонсором выступил региональный общественный фонд имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Фееричное шоу, как всегда, удивило множеством сюрпризов. От церемонии вручения главной музыкальной премии года Аза Исаева. Всех любителей эстрадного творчества «Национальная пятерка» собрала уже в 6-й раз. Именно столько лет зрители голосуют за любимых артистов. Но в церемонии вручения музыкальной премии по итогам 2014 года было и много нового. Во-первых, прошла она в Гранд-холле Фирдаус. Во-вторых, вела ее не одна, а целых 3 пары конферансье. В-третьих, увеличилось и число номинаций. Если бы название самой церемонии им соответствовало, то сегодня это была бы национальная десятка. Первую награду в номинации «Дебют года» вручили Пятимат Иснукаевой. Ее поздравил первый заместитель министра финансов Ибрагим Закриев. В номинантах на получение музыкальной премии были главным образом артисты филармонии имени Аднана Шахбулатова и Департамента культуры мэрии Грозного. И то, что они были конкурентами, никак не мешало руководителям обоих объединений сидеть рядом друг с другом. В принципе, на всех мероприятиях ребята работают на одних концертных площадках. И все нормально. Ну, да и потом, это же, в принципе, народный выбор. Народ же выбирает. Поэтому у каждый артист, у каждого свой вкус. И поэтому тут мы ничего поделать не можем. Мы будем смиренно сидеть и ждать результаты. Ну, конечно, мы болеем за своих, каждый за своего артиста. Но удачи желаем всем. Самой интересной в ходе вручения премии получилась номинация «Прорыв года». Ее победителя объявлял именитый спортсмен Абдулкерим Идилов. Но организаторы вечера немного усложнили для него эту процедуру. Идилову пришлось сразиться против обладателя многочисленных титулов в виртуальной игре. Идилов пытается встать. И что мы видим? В зале появляется глава Чеченской Республики. Глава Чеченской Республики. Герой России Рамзан Кадыров. Его Идилова просто не узнать. Он бьет с ноги слева, справа. Целая комбинация от чеченского спортсмена. Знаменитый проход ноги. Захват. И игрок на полу. Абдулкерим оказывается сверху. Удар с колена в бок. Игрок пытается встать, но Идилов не оставляет ему никаких шансов. Статуэтку за прорыв года вручили Милане Дисултановой, а певца года объявлял министр по делам молодежи. Мурат Тагиев поздравил с победой своего тезку Мурата Байкаева, прочитав перед этим стихи собственного сочинения. С номинантками названия певицы года здесь сыграли в «Угадай мелодию». Единственным исполнителем, в котором они не ошиблись, была Лейла Мусаева, которая и назвала имя победительницы Элина Муртазова. Я очень волнуюсь. Хочу сказать большое спасибо главе Чеченской Республики, также всем тем, кто за меня переживал, и всем тем, кто за меня голосовал. Было много юмора. Ведущие иронизировали над собой, популярностью эстрадных исполнителей. Свое обаяние церемонии добавили и видеоопросы детей. Исполнителем национального хита зрители назвали Ризауди Исмаилова. Его песня «Без Амандитташ» побила все рекорды зрительского рейтинга. Ингушская певица Сумая, хотя она не одержала победы в номинации «Прорыв года», ее творчество почтили наградой более высокого ранга. Теперь она заслуженная артистка Чеченской Республики. Хотелось бы поблагодарить за такой подарок. Мне очень приятно.
Сегодня в первый раз выступаю в национальной пятерке. Хочу пожелать всем участникам творческих успехов. Приз зрительских симпатий вручили Асита Бабакарова и мэтры чеченской эстрады участвовали в номинации «Народное признание», но прежде чем стало известно имя победителя, КВНщики отобразили их волнение в своей постановке. Но премии Махкин Маква иштаду выиграть, ногчи чуется, голосовать, я шел Азербайджан. Статуэтку за народное признание вручили Имрану Усманову. Отдельного приза за вклад в развитие проекта «Национальная пятерка» была удостоена Тамара Дадашева. Привычную церемонию «Исполнитель года» организаторы представили по-новому. Она называлась «Исполнитель пятилетия». Для вручения этой награды на сцену поднялся спикер Дуквах Абдурахманов. Макка Межиева. Голос России. Так, Макка Межиева. Исполнитель пятилетия. Талеш Дина Харшадиг, Вайпача Рамзана, Дохкулкту Алхиетсун, Советскин Ождарша, Иштхосан Юхкайш Войлха. Хайхалана, Дуньяна, Дуньяна Муссо Пача Хюк, Хига Хюкш, Хюх Масал Юч Дагар Холил Масера Везенга. Амин. Сун Аллар, Сайхоми. سيشولو نان أيماني ديريز خلهون أحسن قاش تسخر بوي خاصة تان هو دغلاس لأسون حيالو اشتويك حجالو اش عشري خاصون تحويك سلام مارشال دوك مسار غري أيماني. Имя обладателя гран-при конкурса назвал председатель правительства республики. Гран-при музыкальной премии 2014 года присуждается Аминат Ахмадова. Каждый из обладателей премии получил денежный приз от фонда имени первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова. Поздравляя их и обращаясь ко всем гостям этой церемонии, глава региона отметил, что находит ремесло артистов одним из самых сложных. اللي قال يشلق الخوي بوي دون بقي يعني واح صبا الله دون سمو ادور وقويش دون تانا اك وي بيلغل يكن نا دون عمران إليش وين مثلا دوخ ديز دون اك عمران اللي لدوا دوغ اك سو كاين صح دلع شو خان جل بعيال له دنيا شاول فل تنهور دش دون تاك انلور دوتش هرزام يليخ زمان سي قوان دشنش دن دوق ويل اشتون اك يح يح غلق متخداقش خز دائما مش دون اور حبي انا عمران دون از دون شين وخيتي الج ارتست خلقت دوتي الج سون سو ارتي شو ادون هوب مسيت شو دو احيو شتول دون اوغري هودن خلم دون ارتست خل دوتي الج يش كسو دسم نجي دون يشن شي اشاده دي دون قيسم قوسم شيت بول دون تولاتش بول از طولابن هور دينا مؤمش دون يازبيش اش داور يل خلد احيق دون اتندل دون وي دون اللي اول شاري يشلق شي وي سيدا ديز هورا وين طولم باقن شير دون دال اتو بول على لاسون اك تيكوش دول اور دون يخشر نسام ديل عشان نتنا لبيتور خيدي خوش يخشر دا مول اخيري اك ميلا دون نخ участвовать ديت احيق ديز وي دون شي دون ام ديش شي موق بيش شي قوم استوريش كولتورا يش بوغ اسون يزبوغ دات تون يش شينا متشان دوش الا دوش دلا خارجه لتا قوسا لهت ودعونا دون الخلاديز دا كومير خلاوي استقدون السين فيش قاست استقدون سون از دون سين قال سون تون يحكم خلال تون اللي يحسون يحكم كل ال هين سون ريزالدي اللي يحضونه يحكم كل
سون رجال سماشين شوها سون سبوت خانة قطعة اللي إيش هذا لكن رجال اللي إيش البلاد دائما إلى اليوم شو هون أجي سون دقيق إدان سو دايم وقت بيوتن اللي إيش قاعدان أكا داي بيوت سو دان حوسين شهور خيل كانت دانا شيء يرد بيوت شيء نح يرد بعد تخيتي سو دق دوسون ده تخدي باخ يرد تقال إدان هيتسلس تخدي بيرش بول يرد يد إدان هينس تخيرت تخدي باخ يرد أستخدام عوال خدي داد عوال ندان حدي بيوتش حدي موقت بيوتش حخلق حموقت بيوتش حد وقت إيركر خواتوش حيحيى وقتش دان لقش اللي أولش اللي خلج دان طول دانا سمعني هدو طول دز هدو دان أتغنى وي إليش وي إيشرش دانا شايش خزوخ دين بيوتش داي موقت بيوتش داي نانوي بيوتش خوان خوي دواتغي بيوتش دان ملخز دهور اللي دان وي تعنخين أحسن دانا وي كولتور يوخ يارج عيال دان يقول يولت عن هويت همنا دان يا دي وش كتشينسكي أو اللي تعاوني عدني أولت إعادنا وستوشني كاستيوم شو غلب بالفتن سوكشيش دان نحبش وكولتور يوخ عيال تغنى صدانا كولتور أصدانا يوقع صيدا دي ملا أشاسدك على خزر يشوف سهون أجت يا بس سنت أخذ نقش دو خش دو سون بوش بشابريش لا ما زديش بو مارخ خوبش بو أكا بايمان صلوات دوت بدي السلام عليكم دو قرآن عامش بو أكا كيف كل ديس ديكم زارك دان هورا دوز لعدانا ديكنا الصوت على فوق دان سين دان اللي خزريش ورزالدين تعمش يلا دكوا صوت رزالدين دان رزالدين خدال دكوا ده برتع بوش إرشاد دار للتويل دان ده يعني بيركضي ويلوي نادي الحونا ديرز خل عدلا الحونا ديرز خل دان مصر تلي بدي بلغشنا مينستير سكولتور بلغش بلكل ديرز خل هون داج هرغوشت وقت داتشن هور ميدا بريدي يخلدوشن هردان أتويتس نستيوت أحيا ديز دان سينجت نم خلو سجت لو هرشابير يجي غوش كت وين سمو سيدا يخردان يدا ملا يخشرقي خز تويل ديك دان خز غوش كت دان خيل دان إيشر خيل إلش لا دوش خيل دان لا حوسا عوز ده هدوخ ده لا تبر مسير دان. На протяжении всего вечера здесь не только пели и выступали с юмористическими постановками, но и рисовали. Художник Али Сапаров, пишущий свои картины в технике Эбру, подготовил свой подарок для главы региона. Шестая церемония вручения музыкальной премии «Национальная пятерка» получилась, наверное, самой зрелищной, в том числе и благодаря месту проведения. Не менее громким получилось и ее завершение, когда исполнительница пятилетия Макка Межиева выступила с премьерой новой песни «Беной Кант». Аза Исаева, Тамерлан Арсенукаев, Дани Хавхаров, Новости 7. Первая и отныне ежегодная в Грозном пройдет Северокавказская литературная универсиада. Работы для участия в конкурсе поступают из разных концов. Примечательно, что Министерство по делам молодежи, которое и выступило организатором, решило таким образом передать стимул для дальнейшего творческого развития молодых поэтов и писателей. Поддержку им в этом оказывает Совет по молодежной политике при полномочном представителе президента России в СКФО совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Победители определятся весной. Помимо призов, молодые авторы из разных регионов благодаря конкурсу получат возможность познакомиться друг с другом посредством круглых столов и телевизионных передач, где они примут участие. Как и нынче ценят литературный талант и растят молодую смену. Наше в следующем материале. Выявление талантливых авторов, содействие профессиональному росту и создание творческого пространства среди молодых дарований. Такой идеей задались инициаторы литературной универсиады. По словам организаторов, в первую очередь это придаст стимул начинающим поэтам, писателям развивать свой талант и повысит интерес общества к современной литературе. Подобный конкурс проводится впервые и отныне станет ежегодным. Заявки уже поступают. Каждая заявка у нас анализируется. Задействованы молодые эксперты из числа работников Союза писателей нашей республики, то есть профессионалы своего дела, то есть они рассматривают эти заявки.
Идея проведения литературной универсиады принадлежит Министерству по делам молодежи и явилась следствием того, что в нашей республике отсутствует площадка, где молодые писатели могли бы общаться и знакомиться с коллегами из других регионов. Прием конкурсных работ начался с ноября прошлого года, однако в связи с объявлением 2015 годом литературы продлен до 31 марта. Магомед Сунцаев, один из участников конкурса, писать начал еще в школе. Затем устроился внештатным сотрудником в одну из местных газет. Теперь, работая на телевидении, говорит он, времени едва хватает, но несмотря на это старается не бросать любимое дело. Пишет в основном в жанре фантастика. Я видел объявление в интернете и отослал свое произведение, которое было уже опубликовано. Оно называется «Приключения в стране пирамид». Это такой авантюрный рассказ. Я не намерен, конечно, останавливаться на одном жанре. Хочется попытать счастье в других жанрах. Главной проблемой литературного дела является отсутствие закона о творческом союзе, делится Кант Ибрагимов. В советские годы писательская работа приносила солидные доходы. А в народе эти люди пользовались большим уважением и почетом. С тех пор многое изменилось. И в связи с объявлением года литературы надеется, что работа писателя, став профессией, вновь обретет общественный статус. Если будет закон о творческом союзе, то тогда бы по закону мы могли бы наши книги чеченских авторов, дагестанских, удмуртских, книги этих авторов появились в Москве. Даже мои книги в Москве, в Ростове, в Ленинграде, в Петербурге не продаются. И я не могу выставить книги их туда на продажу, потому что это требует значительных денежных средств. Чтобы литературное произведение вышло в свет, начинающие авторы должны подать свои работы на рассмотрение в Союз писателей. Здесь специалисты оценивают труд и уже после публикуют в различных изданиях или помогают выпустить книгу. Только в прошлом году в республике их издали 31. Такого нет ни в одном регионе. Половина из них написана молодыми писателями и большинство на родном языке. Автором одной из них является Аминат Топалаева. Сборник ее рассказов под названием «Тяжелое бремя» помог выпустить Союз писателей, который считает ее одной из талантливейших в своем деле. Пишет она в свободное от работы время, а в основе ее рассказов истории из реальной жизни. Садится ночь изучен, да ходить, что духовать, он тайто шел холонш, цолило дештоло, гыллакш, уж садишь юмористически, о сам, тазабредится школ. В Центральной библиотеке уверяют, произведения войнавских писателей довольно востребовано, особенно классика. Ну а молодым поэтам и писателям, чтобы найти своего читателя, главное заявить о себе. Презентацию обязательно надо проводить, презентация, то, что написано, чтобы привлекать читателя, рекомендовать. Обязательно нам давать свои экземпляры сигнальные, нам дают эти книги. 5 экземпляров по закону нам положено, но пока это слабо выполняется, дают только печатное издание и все. С лучшими произведениями молодых авторов Северного Кавказа читатели смогут познакомиться уже в скором времени. После подведения итогов литературного конкурса планируется выпустить сборник. Ну а победители в номинациях «Поэзия», «Проза» и «Драматургия» будут отмечены специальными призами и дипломами. Марьям Керимова, Магомед Сулейманов, Новости 7. Болельщики ждут, а участники неустанно готовятся. 14 марта в спорткомплексе «Колизей» состоится международный турнир по смешанным единоборствам под названием «Грозные бои». 12 спортсменов выступят от Чеченской Республики. Главный бой за чемпионский пояс пройдет между именитым спортсменом Абдулкеримом Эдиловым и Тиаго Монако Тассато из Бразилии. О подающих надежду и их наставниках Магомед Салтымурадов. До начала 4-го международного турнира по смешанным единоборствам «Грозные бои» осталось не так уж много времени. Наступила пора усиленных тренировок. Каждый из будущих участников вышел на финальную стадию подготовки. Эти состязания, судя по составу участников, обещают стать настоящим зрелищем. От Чеченской Республики на них заявлено 12 спортсменов. Почти все они чемпионы различных престижных турниров. А в главном бое вечера за титул чемпиона мира выступит молодой, но уже заявивший о себе чеченский боец Абдулкерим Эдилов. И не зря журналисты уделяют большое внимание его тренировкам. Это восходящая звезда в мире смешанных единоборств. К предстоящему бою Эдилов готовится усердно по специальной программе. Подготовительный процесс проходит под чутким вниманием главы республики. Рамзан Кадыров является его наставником, который в случае необходимости и спарринг-партнером выступит и дельным советом поддержит. Вот это когда делает, он идет вот так, вот это, когда вот это должна нога, вот так,
Набрать необходимую форму и отточить технику боя Абдулкариму Эдилову помогают известные российские бойцы смешанных единоборств Хусейн Халиев, Максим Гришин и Шамиль Зауров. Они же являются давними друзьями Эдилова. Зная сильные и слабые стороны своего товарища и то, как серьезно Абдулкарим относится к предстоящему поединку, коллеги пророчат ему большое будущее. Абдулкарим вообще уже давно его знаю. 7 лет назад мы еще с ним познакомились, когда ему было 17 лет. Достаточно обучаемый человек и идет к своей цели. У него очень хорошее будущее, и я думаю, если он будет дисциплинирован и тренироваться, как он делает сейчас, он добьется успеха. Несмотря на молодой возраст, за плечами Абдулкарима Эдилова колоссальный опыт. В свои 23 он уже добился значительных успехов в разных видах единоборств и стал обладателем титулов чемпиона мира по универсальному бою, чемпиона России по комплексному единоборству и чемпиона Москвы по боевому самбо. На предстоящем турнире Эдилов надеется пополнить свой послужной список новой большой победой. Очень профессионально относимся именно в тренировочный процесс. И я думаю, я в нормальной форме буду, если без травм все так пойдет. В рамках подготовительного тренировочного процесса вместе с главой республики Эдилов провел несколько дней в горах Чечни. Все это время Рамзан Кадыров выступал его спарринг-партнером. Они вместе отрабатывали различные приемы и развивали выносливость организма. Чемпионский пояс в этот вечер Абдулкарим Эдилов должен оспорить с бразильцем Тиаго Монако Тассато. Это опытный боец, за плечами которого больше 50 боев на профессиональной арене. С ним Эдилов должен был биться еще в конце прошлого года на спортивно-светском шоу «Битва-18» «Перезаморозка». Но из-за непредвиденной травмы Тассато не смог выйти на ринг. Перед ответственным поединком Абдулкарим Эдилов получает ряд наставлений от Рамзана Кадырова. Я за спину так держу. Ты ногами не помогаешь. Вот ты как будто ты в бою. Глава республики давно проявил себя как успешный тренер. Он воспитал множество титулованных спортсменов. Каждому из них у Рамзана Кадырова индивидуальный подход. Его советам по тактике ведения боя прислушиваются даже именитые спортсмены. Теорию глава республики закрепляет на практике, показывая бойцам на деле приобретенные навыки и накопленный опыт. Поединок с бразильским бойцом для Абдулкарима Эдилова очень важен. На кону титул чемпиона мира. Соперник серьезный и просто так не отдаст поезд. Понимая это, на каждой тренировке Эдилов выкладывается полностью. Сам турнир пройдет в Грозном, в Колизее, в родных для Эдилова стенах. С одной стороны, это и преимущество, придает уверенности, а с другой накладывает дополнительную ответственность на плечи чеченского бойца. Кто же окажется сильнее, узнаем через 1,5 месяца, 14 марта, когда и состоится турнир. Магомед Салтамарадов, Абубакар Зубайраев, Новости 7. Такими были наиболее заметные события за минувшую неделю. На этом я с вами прощаюсь. Адик Елш Маршаев.